У эфіры праграма «Аб'ектыўна», у якой мы фокусируем аб'ектыў нашай тэлекамеры на актуальнай праблеме, што знаходзіцца на кантролі ўладаў, спрабуем аб'ектыўна ў ёй разабрацца. З 2016 года ў нашай краіне рэалізуецца маштабная праграма «Камфортнае жыллё», распрацаваная на з мэтай паляпшэння якасці жыллёвых умоў грамадзян Беларусі і складаецца з шэрагу падпраграм розных накірункаў. Якасная пітная вада, энергаэфектыўнае цеплазабеспячэнне, збор і перапрацоўка смецця, капітальны рамонт будынкаў, своечасовая замена ў іх састарэлых камунікацый, ліфтаў, якія адслужылі свае тэрміны эксплуатацыі і шмат іншых. Да некаторых з гэтых тэм мы ўжо звярталіся ў нашай перадачы. А як у вобласці вядзецца капітальны рамонт жылля і рэалізуецца падпраграма «Бяспечны ліфт». Паспрабуем разабрацца сёння, аб'ектыўна. Каб жыллё было камфортным, яго неабходна ўтрымліваць у прыдатным стане. Але як бы руплівы гаспадар не сачыў за станам жытла, з часам інфраструктура і камунікацыі пабудоў зношваюцца і ўрэшце надыходзіць момант, калі без капітальнага рамонту ўжо не абысціся. Главное, чтобы человеку, жителям нашей Витебской области комфортно проживалось бы в своем жилье. На это и рассчитана программа. Вот первое жилье, это и есть основной показатель, это капитальный ремонт жилищного фонда. К сожалению, прошлую пятилетку на этот показатель, на капитальный ремонт обращали меньше внимания. И поэтому одним из приоритетных направлений данной программы является капитальный ремонт. Всего в Витебской области 15,5 миллионов квадратных метров жилья. Необходимо по программе нам выйти на норматив капитального ремонта не менее 3% в год выйти. Значит, если в 2016 году мы ремонтировали 320 тысяч квадратных метров, в 2017 360, в 2018 400, то в этом году мы выйдем на 440 тысяч квадратных метров жилья в год. И у нас уже за 9 месяцев мы ввели в эксплуатацию после капитального ремонта 320 тысяч квадратных метров. Сами цифры говорят о том, что здесь очень серьезный рост идет. И цель на 2020 год это 495 тысяч. В принципе, вот мы уже этот следующий год и выйдем на норматив 3%, о чем я говорил, в год. 2 разы на год жылыя дамы абследуюць спецыяльныя камісіі, якія прымаюць рашэнне аб уключэнні іх у графік капітальнага рамонту. У Витебску у гэты спіс штогод трапляюць больш за паўсотні шматкватэрных домов. В год примерно от 50 до 60 домов включается в титульный список по капитальному ремонту. Капитальный ремонт проводится выборочно, то есть и приходит комиссия совместно с проектными институтами, обследует дом и выполняются те виды работ, которые в первую очередь необходимы данному дому. Раньше было, что можно было отремонтировать только крышу и на этом остановиться. Сейчас мы стараемся, чтобы подходить к этому более комплексно, то есть обследуется дом полностью и по мере необходимости включаются в него все виды работ, которые нужны. Например, как кровля, сети, швы, также отмостки, ремонт входной группы на каждому дому индивидуально. У кого-то плохая кровля, у кого-то плохие сети. Все это смотрится еще на этапе предпроектного проектирования. И тогда уже закладываются в проект необходимые виды работ. Возраст дома не влияет в данный момент на капитальный ремонт, потому что бывают старые дома находятся в гораздо лучшем состоянии, чем более новые. Поэтому подход именно такой. Фінансаванне работ по капітальным рамонце ажыццяўляецца з 2 крыніц – мясцовыя бюджэты і камунальнае адлічэнне жыхароў. В текущем году капитальный ремонт из городского бюджета выделено более 9 миллионов рублей. И также финансируется капитальный ремонт за счет средств граждан до порядка более 6 миллионов рублей. И ежемесячно граждане деньги, которые отчисляют они на капитальный ремонт, мы осваиваем. И вот в пределах этой суммы мы работаем. На сегодняшний день уже 44 дома в этом году мы завершили капитальный ремонт. Это в квадратных метрах площадях, где более 160 тысяч. В принципе, план годовой мы уже выполнили по вводу жилья после капитального ремонта, но мы не останавливаемся и продолжаем работать. Да пачатку капітальнага рамонту пабудовы праводзіцца шэраг падрыхтоўчых этапаў. Перед началом капитального ремонта мы сначала проводим комплексное обследование жилого дома, технический отчет получаем, и на основании технического отчета мы уже делаем задание на проектирование. После чего мы проводим собрание с жильцами дома перед началом проектирования и пожелания жильцов, чтобы можно было учесть в том числе, и выбираем подрядную организацию на изготовление проектно-сметной документации. После получения проектно-сметной документации мы выбираем подрядную организацию на производство строительных монтажных работ на жилом доме. Конкретно по данному дому это
Герцена 23 у нас запланированы работы по замене инженерных сетей, ремонт кровли, ремонт балконов, утепление торцов, ремонт фасада жилого дома, замена окон в местах общего пользования и замена отмостки. Дом мы начали в октябре месяце. Вот, общие строительные работы мы планируем, организация подрядно закончить в этом году, а уже система отопления будет производиться по окончанию отопительного периода. Калі вашаму дому не адзін дзясятак гадоў, не спяшайцеся рабіць рамонт у санвузлах і ванных пакоях. І ў любым выпадку, нават калі да капрамонту яшчэ далёка, пакіньце магчымасць доступу да асноўных камунікацый вода і теплозабеспячэння вашай кватэры. Как правило, ждут капитальный ремонт, все его хотят, но когда мы уже приходим на капитальный ремонт на жилой дом, то у нас зачастую вопросы с доступом в квартиры. Люди делают себе ремонты в квартирах. Ну, у нас производится замена инженерных сетей, это стояки, это граница ответственности обслуживающей организации. И производится за счет именно обслуживающей организации, вот эта замена. И люди зачастую просто бывают, ну, где-то зашивают декоративной плиткой или чем-либо еще. И не всегда получается доступ в то время, когда нам необходим. То же самое бывает и с балконами. Когда вот производят отепление, не согласованная с обслуживающей организацией, и тоже проблематично нам туда попасть. Ну, в принципе, данные вопросы решаются. По ремонту подъездов, согласно действующего законодательства, ремонт подъездов производится за счет средств жителей. Вот. Ну, как правило, после производства капитального ремонта Дом управления проводит собрание с жильцами и предлагает и ремонт подъездов за счет жителей. У гэтым доме па праспекце Фрунзе таксама зараз ідуць работы. Вядома ж, капітальны рамонт звязаны з пэўнымі нязручнасцямі для жыхароў пяціпавярхоўкі. Але нязручнасці часовыя, затое абноўленае жыллё праслужыць яшчэ доўга. Дом сделали красиво. Рабочие работали добросовестно с 8 утра до поздноты. Это точно. Я тоже здесь живу и вижу. Порядочные. 2 женщины-маляры работали прекрасно. И теплее, и красивее, так все как надо. Я считаю, что все довольны. Я, например, лично рада. Здесь мои родители жили, и я здесь живу. Дом хороший. Калі капітальны рамонт дамоў вядзецца за кошт камунальных адлічэнняў жыхароў з мясцовага бюджэту, то падпраграма «Бяспечны ліфт» прадугледжвае фінансаванне на рэспубліканскім узроўні. Дзякуючы гэтаму, у вобласці ўжо ў наступным годзе плануецца поўнасцю завяршыць замену ліфтаў, якія эксплуатуюцца 25 ці больш гадоў. У нас по программе предусмотрена замена за эти годы 1407 лифтов. Самый большой объем по замене лифтов будет сделан в этом году. Больше 526 лифтов мы должны заменить. И останется нам на следующий год заменить где-то 329 лифтов. То есть мы выполним этот показатель. Но это уже становятся довольно комфортные условия проживания граждан. У нас вообще лифтовое хозяйство имеется серьезное такое. Это Витебск, конечно, Новополоцк, Полоцк и Орши. Небольшое количество лифтов есть в Новолукомле. Вот эти регионы, на которые распространяется программа действия. Да. Но в этом году, например, основное количество лифтов мы, конечно же, заменяем в Витебске. Мы уже поменяли в этом году порядка 250 лифтов. И еще до конца года планируем поменять еще 50 лифтов. Лифты уже закуплены. Проведены торги подрядные, выбираются сейчас подрядные организации, и до конца года мы обязательно установим еще 50 новых лифтов. Эта программа будет продолжаться и в следующем году. Точную цифру не назову, но по городу Витебску более 200 лифтов будут еще меняться в следующем году. Абслугоўваннем ліфтавай гаспадаркі займаецца прадпрыемства «Витебск-ліфт». Толькі ў абласным цэнтры яго спецыялісты абслугоўваюць больш за 3100 пад'ёмных машын. Гранічны тэрмін эксплуатацыі ліфта – 25 гадоў. Але і пасля гэтага ён можа быць прызнаны годным для выкарыстання яшчэ на працягу 1-3 гадоў, у залежнасці ад тэхнічнага стану. Падпраграма «Камфортны ліфт» значна паскорыла працэс абнаўлення ліфтавай гаспадаркі. Замена аднаго ліфта ў сярэднім займае 30-40 дзён. Жильцам приходится испытать определенные неудобства, но в этом нужно смотреть, так сказать, с оптимизмом на это, потому что взамен мы получаем новый, современный, качественный лифт, который изготовлен из антивандальных материалов, который оборудован системой видеонаблюдения, который обладает повышенной грузоподъемностью, то есть вот лифт, который на данный момент заменен, старый лифт, он был грузоподъемностью 320 килограмм. Сейчас лифты устанавливаются грузоподъемностью 400 килограмм. Они отвечают всем требованиям безопасности.
Они оснащены, как я уже говорил, системой видеонаблюдения, также различными устройствами, которые, так сказать, делают поездку в лифте более приятной. То есть плавный пуск, плавная остановка, никаких рывков, тишина хода, то есть никаких посторонних скрипов и скрежетов. Замена ліфта – це комплекс робот, у тим ліку монтаж абсталявання, якое раней нават не прадугледжвалася. Демонтаж старого лифта, монтаж, соответственно, нового оборудования, проведение электромонтажных работ, то есть меняется вся силовая часть, электропроводка, розеточные группы, проводятся отделочные работы, машинное помещение, монтаж, полностью меняется система диспетчеризации, то есть это связь кабины лифта и диспетчера на диспетчерском пункте. Кроме того, новые современные системы диспетчеризации позволяют в режиме онлайн контролировать состояние лифта. То есть электромеханик, когда выполняет заявку, примерно знает, с чем ему придется столкнуться, потому что система диспетчеризации позволяет уже оценить код ошибки той неисправности, которая произошла на лифте. На тех лифтах, которые вот сейчас проходят по этой программе, по программе «Безопасный лифт», да, все лифты уже укомплектованы системами видеонаблюдения. Срок записи составляет 30 дней, согласно нормативным документам Министерства внутренних дел. И были уже прецеденты, то есть к нам обращались правоохранительные органы, в частности, это было на улице Горького. Вот, там нашли вандала, который, так сказать, повредил как и лифтовое оборудование, вот также он повредил почтовые ящики на первом этаже. И вот благодаря этому нововведению нарушителя нашли. Рэалізацыя праграмы «Камфортнае жыллё» уключае шэраг іншых накірункаў дзейнасці. Программа очень обширная, и поэтому по каждому ее направлению, по каждой подпрограмме делается определенная работа. Ну, если взять программу «Чистая вода», наш главный показатель – это выйти на обеспеченность населения. По этому году 94% населения должны быть обеспечены чистой водой. Что для этого делается? В этом году мы по Витебской области строим более 40 станций обезжелезывания. Такого, поверьте, не было никогда в самые благоприятные годы. Да. И работа сегодня выходит на завершающий этап. То есть вот уже сколько населенных пунктов будет однозначно пользоваться чистой водой. Да. Эта программа, естественно, будет продолжаться и на следующий год, именно по станциям обезжелезывания. Кроме того, мы в каких-то населенных пунктах не строим станции обезжелезывания, а если есть соседние населенные пункты, то делаем закольцовку системы водоснабжения, чтобы с населенного пункта, где есть уже чистая вода, подать ее на те населенные пункты, где, к сожалению, ее на сегодняшний день еще нет. То, что касается сбора вторичных материальных ресурсов, да, этой теме мы также уделяем очень большое внимание. В городе Витебске мы активно строим мусоросортировочный завод. Он уже выходит на такую, можно сказать, финишную стадию строительства, и в апреле следующего года мы его введем в эксплуатацию. Конечно, после ввода его в эксплуатацию, я считаю, что в Витебске возникнут совершенно другие отношения в сборе и переработке вторичных материальных ресурсов. Теплоснабжение является одним из ключевых моментов в комфортной среде проживания граждан. Подать тепло в квартиру – это одна проблема, а вот снизить затраты жилищно-коммунального хозяйства и энергетику на подачу этого тепла – это уже другая немножко тема. И если тепло мы сегодня подаем в тех нормативах, тех стандартах, которые заданы государством, и считаю, что это однозначно выполняется, то сегодня в первую очередь мы работаем над тем, чтобы это тепло было бы дешевле. Это достигается снижением затрат при производстве тепла именно, то есть на котельных хозяйстве, и также про транспортировки тепла. Сегодня Витебская область является лидером в Республике Беларусь по использованию местных видов топлива в системе жилищно-коммунального хозяйства. И мы вышли на показатель 69% использования местных видов топлива. Транспортировки затрат нам поставлена задача выйти на 11%. Мы на этот показатель вышли.
И по году прогнозируем, что потери будут не более 10,9% пункта. Хотелось бы сказать, что в жилищно-коммунальном хозяйстве поставлена задача обеспечить качественные услуги, но в то же время и снизить затраты, снизить затратную часть, чтобы с бюджета меньше финансировать жилищно-коммунальное хозяйство. На этот год поставлена задача затраты снизить на 5% пункта в абсолютном величине на 8,8 миллиона рублей. Мы планомерно, опять же, идем к этой цифре. Сегодня за 9 месяцев снижена затрата 5,8%. И в денежном выражении это 6,7 миллиона рублей. То есть этой теме также мы очень-очень уделяем большое внимание. Аб забеспячэнні жыхароў Віцебшчыны якаснай пітной вадой, аб зборы і сарціроўцы бытавога смецця, цеплазабеспячэнні і павышэнні энергаэфектыўнасці жылых дамоў падрабязна мы расказвалі ў папярэдніх выпусках нашай перадачы. Знайсці іх можна на сайце тэлерадыёкампаніі «Віцебск» vtv.by. На электронны адрас мы чакаем вашых прапаноў. Сюды ж дасылайце пытанне службовым асобам па той ці іншай тэме. Гэта была праграма «Аб'ектыўна», у якой мы спрабуем разабрацца ў праблеме аб'ектыўна. Бывайце здаровыя.